Ker, уткерились, проводите. В том числе там имеется здесь может быть форма на уткес. Уткезден, да? То же самое значение. Смотрите. Ау. Это глагол, то есть какую-то сторону. Ауа. То есть значит наклоняться в какую-то сторону. Или падать в какую-то сторону. Сам предмет, да? То есть ау это значит падает, да? А ауа падает, аудер упал, да? Вот. И вот этот бар аудар. Аудар. То есть урони, вывали там, то есть вот что-то такое. Вот. И суффикс от s, то есть им. Им. Это, значит, соси, имеется в виду, грудь, да? И мест, то есть, наоборот, корми грудь, да? Ну, еще меньшее количество глаголов используют с этими аффиксами. Вот, значит, у нас действительно возвратный, страдательный, взаимный и понудительный. Вот. От залогов образуются имена действия, так называемые, которые какой-то процесс вот этого действия, то есть там, читать чтение, например, да, ходить хождение, да, вот. Они очень часто образуют, допустим, курсет показывание, да, всякое. То есть уткеру, аудару, имез, имезу, то есть кормление, да? То есть это имя действия, там укот, укоту, то есть учи и процесс обучения, да, обучение. Если вот в качестве примера, допустим, «эйе», глагол «эйе», он используется в таком, как вот есть же, допустим, церковно-славянский язык, да, русских. Вот здесь он тоже такой. Религиозно-татарский, да, «эйе», то есть сделай так, соверши это, да, обращение к Всевышнему. Насып «эйе», да, сделай так, суджуд, да, то есть
эйлен. Эйлен, то есть это развернись. Да? Вот. Перевернись, развернись, перевернись. Вот. Допустим, добавляем аффикс дополнительного глагола. Эйлен. То есть не сам повернись, а от чего-то поверни или кого-то эйлен. И отсюда можно, например, имя действия эйлендеру, то есть переворачивание чего-то. Эйлендеру. Такие вот метаморфозы глагола. Имена действия можно, то есть вот со всеми этими глаголами, да, то есть олдеру, то есть процесс взятия, фюльдеру, процесс рассмешения, да, вошламу, процесс начинания, олдеру, процесс тоже взятия, но как бы с возвратным оттенком, да? То есть олд было взято, да, то есть взялось, да, олдом процесс вот этого взятия. Тузламу, то есть процесс как бы самосоления, да? Можно образовать без «н», то есть тузлоу, процесс соления, это уже кто-то солит. А тузлану, он сам там солится. Вот, мы соль положили в огурцы, все, банку закрыли, он там тузлана, допустим, да? То есть он там солится. Отсюда тузлану, процесс этого соления. И вот везде такое, то есть сыйлану, то есть процесс угощения, визяну, процесс украшения, и еду, процесс одевания, глуму, процесс умывания. Также здесь может быть шэшу, процесс совместной работы, упушу, процесс совместного обучения. То есть вот что такое действие. Значит, есть слово, которое принимается обычно за узбекское, на самом деле татарское словарное слово, да, например. Гяп. Гяп – это слово. То есть синоним слова сюз. Вот. От него образуется глагол, который в чистом виде не используется, то есть гапля, то есть не используется эта форма, да? Но используется форма вот этого взаимного совместного действия, да, то есть гапляш, то есть это синоним слова сюляш, то есть с кем-то говорить, то есть совместное действие. И отсюда имя действия сюляшу или гапляшу. Гапляшу. Но в татарском языке используется больше слово «сюсь», а в узбекском «гяп» используется. Но оно в словаре оно есть. То есть это слово, оно общетурское, татарское. Гапляшу. Если вы смотрели ролик там, по диалектам татарского языка, популярный ролик, какая-то там женщина на разных диалектах говорит, смотрели? Там, например, у сибирских татар очень используется широко слово «гапляшу». Туман, когда гапляшается.
залоги. Залоги татарского глагола. Их всего 5. Значит, давайте мы с вами сейчас. Пишем предложение. Я хочу научиться говорить по-татарски. Я хочу научиться говорить по-татарски. То есть вот конструкцию, которую мы с вами писали, да, со словом «тебя», да, что я хочу, мне хочется, да, вот здесь вот это самое, мне хочется. Пробуем написать. Да, ну вот там по конструкции, вот мы записывали с вами модель. Пишем. Мы почему эту конструкцию записали? Потому что она очень употребительна. То есть я, ешь, вот эти вот, хочу, не хочу, должен, не должен. Вот так мы записали. Значит, научиться говорить по-татарски. То есть вот именно как бы типа подлежащее мы написали, да, как я, да, а все остальное нужно в обратном порядке записать. То есть по-татарски говорить научиться хочу. Пишется. Татарчина, да. Ой. Причастное, наоборот, не причастие называется. Говорить. Да, это неопределенная форма глагола «силеши», да. И там уже вот на эту конструкцию смотрим. То есть научиться, это что? Научиться, то есть слово «ирен», учись, да, научись. Ирен. Там тоже плохо. Да, ирен. Нет, там ирен. Значит, нет. Вот по той конструкции, которую мы сказали, да, сначала ищем форму настоящего времени. Форма на «ул». Так сказать. Глагол «ирен», глагол наклонения, он заканчивается на согласном. Поэтому форма на «ул», ну и что? Оставляем, если глагол в повелительном наклонении заканчивается на согласном, чтобы образовать настоящее время, мы подставляем «а» или «э». А если на гласную, эту гласную мы убираем и подставляем там и краткой, да, или «и». Поэтому чего он делает?
Что подставляем? Форма на ул. То есть вот наша такая изначальная форма для выражения. Ну, листайте. То есть от глагола «ирен» настоящее время. «Ирене» пишем «ирене». Дальше, для того, чтобы сказать, что мне хочется, что подставляем? Аффикс «сы» или «се». «Ирене се» это все форма на «ул». А тут-то что? Мне хочется. Поэтому добавляем аффикс, который говорит, что это мое. Да. «Ирене се». И добавляем там модальный глагол «киля». «Киля». Вот. То есть, если вы скажете «мин тотарше и энергетелимен», это тоже будет правильно, да? Но это будет, то есть так не говорят. То есть, что я желаю изучать китайский язык, да? Используем вот эту конструкцию, которую мы с вами тогда записали. То есть хочу, не хочу, должен, не должен. Так, следующий. Можно спросить? СШГ это как бы стартовая форма, да? Ну, просто тут видно, что она как-то образована все. СШГ это форма неопределенная форма глагола. Ага. Она образуется путем добавления вот этого РГ, да? РГ или РГ. Как это называется по-татарски? Такой вопрос. Да, здесь такое сложное построение предложения, то есть если брать